Долгожданный визит и знаковое событие для всего региона. Владимир Путин посетил Якутию. Глава государства ознакомился с успехами якутских IT-специалистов, а также уделил внимание социально-экономическому развитию республики. О самых ярких моментах визита президента в материале Петра Васильева. Свою поездку в Якутск президент России Владимир Путин начал с посещения квартала труда. Главе государства показали передовые достижения Якутии в информационных технологиях. Сам квартал труда – единственный в России креативный кластер, имеющий статус территории опережающего развития. Главе государства показали все, чем славится креативный регион. Медицинские разработки, экосистему видеоигровой индустрии, проект многофункционального павильона полного цикла и ТОР-патриотическая, востребованную боевыми соединениями в ходе СВО. Оценка достижений высокая. Через призму развития человеческого капитала мы показали, что развивать человеческий капитал без образования невозможно. И именно это Владимиру Владимировичу понравилось. Он сказал, что да, действительно надо такие проекты поддерживать. Далее в фокусе внимания качество жизни в Якутии. Президенту России представили мастер-план развития столицы республики. Одной из его важнейших задач является ликвидация аварийного жилья. В этом году в Якутске с опережением завершится действующая программа переселения. Мы представили перед президентом ход реализации мастер-плана города Якутска. Отчитались о 33 проектах, которые сегодня находятся на стадии реализации. Главой республики был поставлен вопрос по выделению финансирования на ускоренное расселение из ветхого аварийного жилого фонда на строительство Ленинского моста, а также на строительство межвузовского кампуса. Президент поддержал данные направления. Я думаю, в ближайшее время мы начнем ускоренное расселение аварийного жилья. Обсуждение качества жизни в регионе продолжилось и на совещании с главой республики Айсеном Николаевым. Якутия сегодня показывает хорошие результаты по многим показателям. Рост ВРП 5,6%, рекорды по добыче ископаемых и привлеченным инвестициям, а коэффициент рождаемости и вовсе самый высокий на Дальнем Востоке. Якутского праздника благословения, солнцестояния. Она вам помогала и помогает, и будет помогать в нашей трудной, очень важной работе во благо нашей страны. Особое внимание уделили подготовке кадров как в регионе, так и на всем Дальнем Востоке. Президент поддержал идею создания кампуса мирового уровня на территории Якутии. Проект объединит несколько учреждений среднего профессионального образования и привлечет талантливую молодежь на Дальний Восток. Я помню, здесь зимой приезжал, минус 50, до ушей боялся дотрагиваться, думаю, сломаются уши. Так, шутки, президент России начал встречу с теми, кто уже сегодня создает будущее Дальнего Востока. Молодыми специалистами, участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский 2030». Обсудили вопросы, которые без преувеличения волнуют всех. Заработную плату, предоставление жилья и налоговые льготы. В рамках программ развития Дальнего Востока предусмотрено финансирование более 8 триллионов рублей. И более 4 триллионов уже освоено. Работа-то идет. Уделили внимание и спорту. Владимир Путин посетил Центральный городской стадион, где уже на следующей неделе стартуют летние международные игры «Дети Азии». А на обратном пути остановил кортеж и пообщался с горожанами. Здравствуйте, я здоровья ваши. Отлично. А вы тоже на меня похожи. Да, не наваливаемся, ребята. Мы все друг на друга похожи. Все, пойдем в стадион смотреть. Музыка – удивительное искусство, проникающее прямо в сердце. Это подчеркнул Владимир Путин в ходе посещения Высшей школы музыки. Глава государства пообщался с воспитанниками, а также пообещал помочь Якутску в строительстве второй очереди комплекса зданий. Я со своей стороны хочу поблагодарить преподавателей, поблагодарить музыкантов за то, что вы делаете для российской культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. Спасибо вам большое. Это первый за 10 лет визит Владимира Путина в Якутию. Глава государства планировал посетить регион еще зимой во время поездки на Дальний Восток. Но тогда планам помешала нелетная погода. Приехал летом, как и обещал. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.